Сәлемет сізбе. Здравствуйте. Вы на канале «Учим казахский с Ажар». Здесь мы учим казахский легко и понятно. В каждом своем видео я демонстрирую легкий, простой, эффективный способ быстро запоминать слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово кашан. Кашан. Вот эта буква К с хвостиком, она звучит как К, не К, не Х, К. Кашан. Кашан переводится как «когда» с казахского языка. Этимологию я не нашла. Вот. Фото, картинки тоже, не понимаю, как на такое слово, какую дать фото или картинку. В общем, кашан – это когда, либо указывает на какое-то конкретное время, с чего что-то начинается, или что-то заканчивается, или что-то происходит. Вот. Ну и как обычно мы начинаем составлять предложения со словом кашан. Русские предложения подставляем вместо слова «когда» слово кашан. Я спросила у своей подружки: «Кашан, ты выйдешь на пенсию?» Она сказала: «Летом этого года». У доченьки я спросила: «Кашан, уроки начинаются?» Она сказала: в 8 утра. Концерт, забыла, когда начинается концерт вот этого артиста, и мне ответили. Я спросила: «Кашан начинается концерт?» И мне ответили: в 8 часов вечера в таком-то зале. Кашан, нам нужно выйти в дорогу, чтобы не опоздать на поезд. Для того, чтобы... Кашан мы должны выйти, к примеру, да? Чтобы не опоздать на самолет. Но чтобы не опоздать на самолет, нам нужно выйти, быть в аэропорту где-то за минут 40, да? Если это внутренний рейс. Если это международный рейс, по-моему, 1,5 или 2 часа, да? В общем, плюс дорога еще. Ну и плюс обычно полчаса, да, на всякий пожарный. Вот. В прошлом году я ездила, уже в позапрошлом году в Китай. И у меня 2 паспорта, один, в смысле, такой действующий, а второй я с визами оставила специально для получения американской визы. И представляете, я выехала в аэропорт, доехала до аэропорта, и мы уже собрались вроде такие снова проверять, документы. Я смотрю, я, оказывается, старый паспорт взяла, а мне вот вылетать уже. И я бегом, давай звонить домашним, говорю: отправляйте мне доставкой мой паспорт. И сестра у меня спросила, говорит: «Кашан, у вас самолет, кашан?» Я говорю: еще есть 1,5 часа, по-моему, до взлета. И она бегом, доставку отправила с моим паспортом. Вот такое у меня было приключение. Вот. Так. В принципе, обычно это слово используется в вопросах, в вопросительных предложениях, да? Вот. Потому что сам смысл такой, что вопросительное. Но есть и, кстати, случаи, когда это не вопросительное. Когда, это уже как устоявшееся предложение, выражение. Например, когда говорят «кашан болсын», болсын это, быть, кашан болсын, это обычно говорят
про что-то, что всегда так происходит, всегда, когда бы то ни было, кашан болсын, да? Например, мы можем сказать кашан болсын, нам в любом казахском доме вам, по крайней мере, нальют чашку чая. Вот. Или же вот нынешние события нам показали, что кашан болсында Казахстан никогда не оставит своих граждан, государство наше никогда не оставит наших граждан в беде. То есть оно вывезет, поможет материально, транспортом и так далее. Кашан болсын, то есть всегда, при любых обстоятельствах. Вот. Также можно сказать, например, кашан болсын, мать всегда встанет на защиту своего ребенка, что бы ни случилось, даже если это будет убийца, там, ну, не дай бог, это просто такой теоретический пример, убийца, там, я не знаю, какой-то природный катаклизм какой-то, либо это война, не дай бог, да, мать всегда встанет на защиту своего ребенка. Кашан болса, да, кашан болсын. Вот. Теперь. Также это вот, кстати, не вопросительное предложение. Также есть устойчивое выражение кашанга дейин. Дейин – это до какого-то момента. Кашанга дейин, то есть до каких пор, можно сказать. Кашанга дейин, я буду терпеть твои опоздания, сказал мне начальник, к примеру. Вот. Или кашанга дейин – это зима, будет длиться, особенно в центральных областях и северных областях нашего Казахстана. Вот. Кашанга дейин нам терпеть эти шумы от верхних соседей, которые по ночам играют и стучат, и, в общем, шумят. Или кашанга дейин, я буду мириться с тем, что мое мнение не учитывается. Ну, к примеру, да? Вот в таких случаях можно говорить кашанга дейин. До каких пор? Еще одно устойчивое выражение кашаннан бере. Кашаннан бере. Бере – это как бы после чего-то. То есть с каких пор? С каких пор? Кашаннан бере. С каких пор? Например, кашаннан бере, она стала такая, прямо такая правильная, воспитанная, чистосердечная. До этого мы наблюдали, к примеру, там то, что там она себя вела как-то не так, да, а здесь вдруг вот кашаннан бере, вот она стала такая. Это не пример, это предложение, это не обсуждение чего-то поведения, это просто предложение. Или, например, история показывает, что большинство святых, да, они сначала были жуткими грешниками, они были ворами, они были убийцами, они были падшими женщинами, да, и вот, и в какой-то момент происходит, что у них раз и меняется точка зрения на жизнь или мировоззрение. И вот про таких людей можно сказать, что вот кашаннан бере, они стали, праведниками. Вот с каких пор? Так, когда кашаннан бере поменяли вообще налоговые правила, спросила я, и мне сказали, с начала этого года, с 1 января. Вот. Какие еще примеры можно на кашаннан бере? У меня дочь была такая в детстве,
Такая хулиганистая, такая, всех била, всех пацанов, особенно девчонкам тоже доставалось. Ага, и она такая была очень воинственная. Но в какой-то момент вот Кашан Намберы, она такая вдруг стала. Она такая стала. Такая девочка такая, следит за собой, там, за красотой волос, там, и косметику, и все такое. И даже поведение у нее как-то изменилось. Вот Кашан Намберы. С каких пор? Я даже не поняла, когда это произошло, даже не заметила. Вот. Теперь вы можете использовать вот это слово кашан. Кашан — это очень такое часто используемое слово. Когда? Вот для того, чтобы еще лучше общаться с окружением, с соседями, с окружающим, в магазине, в транспорте, с другими людьми. Правильно, неправильно, все равно практикуйте, потому что люди вам подскажут. Если даже вы неправильно что-то скажете, люди вам подскажут. Ну, по крайней мере, они будут видеть, что вы стараетесь как-то научиться казахскому языку. Поэтому составляйте свои собственные в достаточном количестве полноценные предложения. Это не должны быть просто словосочетания. Полноценные предложения. И только тогда это слово действительно зайдет в вашу память на всю жизнь. Вы прям почувствуете этот момент. Иногда нужно составить достаточно большое количество предложений. Но зато в чем плюс? В том, что вы на всю жизнь запомните. Вот проверьте, просто проверьте, правильно ли я говорю, правду ли я говорю. Этот способ работает именно так. Если вы это делаете прямо до нужного момента, составляете предложение, это слово отпечатается в вашей памяти на всю жизнь. И в любой момент вы сможете его вспомнить. Вспомнить. И не просто вспомнить, вы его можете уже использовать. Попробуйте. Проверьте, так ли это на самом деле. А я хочу вам сказать большое спасибо за то, что продолжаете смотреть меня, поддерживать мой канал, ставите мне лайки, подписываетесь на меня, дарите мне свои сердечки, делаете перепосты. Спасибо вам большое за всю вашу поддержку. И мы двигаемся дальше к хорошей цели. Начать разговаривать на казахском языке. И когда-нибудь мы услышим в наш адрес «Қашаннан бері қазақша сөйлеп кетті». Сау болыңыз. До свидания.